Маски, перчатки, респираторы, противочумные костюмы – все это есть в наличии у медперсонала больницы и даже в избытке, уверяют врачи. После этого комиссия прошла в соседнее здание пищеблока, где также убедились, что продукты питания здесь в достатке. Депутаты лично смогли увидеть, что все необходимые лекарства имеются. По поводу вчерашних фейков, выложенных там обращению некой гражданки, вот, пожалуйста, вот мы находимся на складе сейчас. Но это анонимное обращение было, вот, то есть вот анальгин, вот это все, анальгин, кетопрофен, вот, ну калий хлорид, вот, то есть, вот димедрол, о котором женщина это говорит. Вот, это вот все, полные коробки, то есть, вот, пожалуйста, вот открытый, то, что уже в отделении по необходимости берут, да, медработники. Вот, пожалуйста, немесулит, вот прозерин, вот здесь никотиновая кислота. Так, это тоже вот реактивы для анализов. Вот это реактивы для анализов, которые нужны инфицированным, вот стоят. Но реактивы, которые не требуют термического хранения, да, то есть, ну, скажем так, не портящиеся реактивы, не нуждающиеся в низких температурах. Вот, вот папаверин, о котором эта женщина говорит, как бы вот, пожалуйста, вот это все стоит. Далее депутаты, одевшись в противочумные костюмы, отправились в отделение, где находятся пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Узнать, в каких условиях они лечатся и все ли необходимые медикаменты имеются для лечения больных. Я за него почему радуюсь? Вот смотрите, здесь диабет и плюс присоединился. Да, потому что это сейчас он сохранный, хороший. Алхамдулилlah, сохранный и хороший. После мы пообщались с депутатами Народного собрания, которые воочию увидели условия, созданные для пациентов с коронавирусной инфекцией. Дано задание главы республики, чтобы туда на месте выехали депутаты, проверили, полностью собрали информацию и донесли до жителей нашей республики, так как последние вы видели в интернете, очень много слухов шли, что лекарств не хватает, что врачи не смотрят за больными. Я буду говорить честно, как есть. Насчет лекарства 100% обеспечения. То, что я увидел, питание на высшем уровне было. Питание им дают одноразово посуде. День 3 раза. Да, родственники больных говорят, вот мы с дома принесли, отдайте нашу, они больничную еду не кушают. Но мы должны знать одно. В больнице же питание готовят персонально для больных, а то, что мы с дома тащим, курицы, говядина, в некоторых случаях невозможно же заносить в больницу. После этого мы пошли в отделение, разговаривали с больными, без главврача. Я лично сам один ходил по палатам, спрашивал, как за вами смотрят. Врачи заходят, лечат вас, как вы себя чувствуете. Все говорят, что заходят, что лечат, что лекарства, полностью обеспечение есть в больнице. После этого я, хотя главврач уговаривал не заходить в реанимацию, так как я пошел увидеть своими глазами, я зашел в реанимацию. То, что я там увидел, даже не могу это сейчас говорить. Тяжело. Там 9 человек лежало, тяжело больные. Один без аппарата искусственной вентиляции легких, а 8 под аппаратом лежало. Все были тяжелые. При мне 2 умерли. При мне. Картина ужасная. Больница переполнена полностью.
Я 2,5 часа носил этот костюм. Если еще минут 10 пришлось мне в этом костюме, я задохнулся бы. Я не знаю, как врачи, медсестры 8-10 часов справляются с этой формой. Я хочу сказать нашим жителям, чтобы слуха не слушали, чтобы сидели дома. Если мы будем сидеть дома, мы больше поможем нашим врачам. Дуби, что тешит долеждали, валлахи, сускладе, молха, черты ёлыжми. Есть даже препараты, которые сегодня нет в столице, тяжело найти. Допустим, препарат Калетра, который сегодня, ну, он вообще как бы препарат для ВИЧ-инфицированных, довольно дорогой препарат. Системы есть, кислород есть, для врачей противочумные халаты, то есть все необходимое есть. Это все куплено, кстати, в том числе, то, что касается экипировки для врачей, это наши меценаты. Да? Единственное, что, просто еще раз призываю вас, соблюдайте карантинные меры. Мест в больнице ограниченное количество, чтобы вы понимали. Тот всплеск сейчас, который идет у нас эпидемии, это, да, вот с какими мы геометрической прогрессией идем, семимильными шагами, да, из-за того, что мы не соблюдаем эти нормы. Представители власти призывают не распространять ложную информацию и таким образом вводить людей в заблуждение, ведь за это может последовать уголовное наказание. Светлана Томова, Микаэл Тангиев. Новости 24.